Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. 5 декабря Всемирный конгресс татар провел расширенное заседание Национального совета. Понятно, что собрание из-за пандемии прошло по большей части в режиме онлайн. На собрании подводились итоги деятельности татарского конгресса в этот непростой 2020 год, год ковида. Что-то по татарским делам организовать получилось, что-то не очень. Мы бы сказали так, перед Всемирным конгрессом татар в этом году встал остро вопрос, а что еще он может предложить татарам, кроме сабантуев, проведение которых в некоторых регионах России было запрещено по понятным причинам. Глава Национального совета конгресса Василь Шахразиев объявил 2021 год годом единства татарского народа. И вообще он обещал всерьез заняться подготовкой к переписи после Нового года, в январе. Но нас во время этого отчетно-докладного мероприятия поразил председатель Татарской национально-культурной автономии Ульяновской области Рамис Сафин. Он рассказал, что его организация активно поучаствовала в открытии аж 2 детских садов в Ульяновске. И в этих детсадах есть возможность обучения татарскому языку. Первый детсад был открыт недавно в Ленинском районе Ульяновска. Именно в этом районе города, по словам Сафина, больше всего и проживает татар. Был открыт детский сад на 160 мест. Но там еще предусмотрена группа не только для татар, но и для чувашских и мордовских детей. Второй детсад был открыт в одной из самых крупных татарских сел Ульяновской области, в деревне Большой Черкелей. И он был на 120 мест. Biz indi məktəblər turunda көп сөйләбез. Bizim Ulyanovsk өлкәсендәге татар мәктәпләре, татар дәресләре, татар теле, әдәбият дәресләре укытуны мин бүген әйтеп китәсем кенә менә балалар бакчаларында. Без соңгы 3 ел эчендә балалар бакчаларында этно-мәдәни төркемнәр ачу. Гомумән анда милли төркемнәр булдырып, балаларны кичкенә чактан ук татар теленә өйрәтү буенча эш башлап җибәргән идек. Безнең бу теләгебезне беренчедән губернатор, икенчедән шәһәр башлыгы да бик теләп кабул иттеләр һәм бу көннәрдә бик зур эш бара. Менә шушы көннәрдә генә Ульян шәһәренең татарлар күпләп яши торган Ленин районында 160 балага исәпләнгән бакча ачылды. Анда татар, чуваш һәм мордва группалар, төркемнәр булачак. Балаларга шушы милләтләрнең үзара дус яшәвен күрсәтеп, һәр милләт баласы кичкенәдән танышып үссен өчен менә шушы бакчаны ачтылар. Әлбәттә, монда безнең автономиядә зур ярдәм итәчәк бу бүлмәләрне җиһазландыруда, һәм анда методик кулланмалар, әсбаплар булдыруда. Һәм инде иң зурсы менә бүген әйтеп киттегез сез, чынлап та 2 декабрь көнне зур вакыйга булды. Һәрбер төбәкнең үз зур авылы булган кебек, безнең Ульян өлкәсенең дә зур Чирек дигән татар авылы бар, 3000 артык кеше яши анда. Менә шушы авылда менә бер генә вакытта да әле Совет хакимияте елларында да балалар бакчасы бер дә булмаган. Халык күп яшәсә дә татарлар булмаган балалар бакчасы. Bundan 7 yıllık şu avulda 260 orunluk balaga исәпләнгән мәктәп ачылган иде. Бүгенге көндән дә 400 якын бала укый. Менә 2 декабрьдә инде балалар бакчасы ачылды. Василгай, сезгә бик зур рәхмәт. Министр килде, Илсур Гәрәевич. Рамис Сафин также рассказал, что татары Ульяновска и вовсе добились того, чтобы в официальных документах значилось, что Ульяновская область обязуется создать условия для изучения татарского языка. С этой официальной бумагой Министерства образования Ульяновской области, как вы понимаете, уже совсем по-другому можно разговаривать, например, с директорами школ, чтобы в этих школах появились уроки на татарском языке или уроки татарского языка. В целом, Василь Шахразиев отметил, что у Татарстана очень хорошие отношения выстроены с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым. Кстати, министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин не зря приезжал в Ульяновскую область, в деревню Большой Черкелей. С собой он привез ульяновским татарам методические материалы для обучения татарскому языку. Мы желаем дальнейших успехов Рамису Сафину и призываем татар из других регионов России брать пример с ульяновских татар. У них есть чему поучиться. В соцсетях продолжают набирать обороты разборки с тем,
Как в Башкирии в прошлых переписях совершалась фальсификация, и татар республики переписывали башкирами. Например, в Фейсбуке есть сообщество Башкарт-Тугель Татарбес. Там 17 ноября был размещен материал казанского историка Лилии Габдрафиковой. Материал посвящен татарскому селу Копей-Кубово в Буздякском районе Башкортостана. По словам Габдрафиковой, основали эту деревню татары в XVIII веке, когда спасались от насильственного крещения в Казанской губернии. В материалах Третьей государственной ревизии 1762 года там были зафиксированы ясачные татары. Далее, в конце XVIII века, в XIX веке, они переходят в сословие типтярей, башкир и новобашкир. В этой деревне родился дважды герой войны и труда Хамтулла Султанов, участник Великой Отечественной войны. Он также был кавалером Ордена Славы Уфы. Но в Википедии он записан как башкир. Эта деревня также подарила татарскому миру имама Абдрахмана Усманова и 3 художников, братьев Вакиля и Вагиза Шайхетдиновых и Фината Набиуллина, журналистов-братьев Фаниса и Радифа Фатхи. В сообществе также был опубликован материал Карима Яушева о Салихе Батыеве, который был в 20 веке в ТССР председателем Верховного Совета Республики. Салих Батыев родом из Башкортостана, но в юности он был вынужден записаться как башкир, чтобы получить квоту для учебы в московских или ленинградских вузах. Да, были такие времена раньше, что для получения образования нужно было прикинуться башкиром. К большому сожалению, подобная квота не распространялась на татар Башкортостана. Поэтому приходилось как-то выкручиваться, чтобы получить образование. Но как только Салих Батыев переехал работать в Татарстан, в Казань, он тут же вернул свою истинную национальность и стал татарином. В конце ноября был опубликован материал, как завышалась численность башкир в татарских деревнях Благоварского района Башкортостана. И есть похожие материалы по Буздякскому району в целом, по Балтачевскому, Кушнаренковскому районам. В общем, соцсетийные аналитики собирают внушительную базу фактов, как татар переписывали в башкир. Активным участникам этого сообщества выражаем поддержку. Так держать. Алга. Автор, исследователь и соцсетийный аналитик Ирик Гениатов начал писать книгу по проблеме взаимоотношений между татарами и башкирами, в том числе из-за переписей и взаимных претензий к тем или иным произведениям искусства и дележ исторических личностей. На сегодня Ирик Гаттарович написал раздел «Введение», «Предыстория присоединения Башкирского края к Московии», «Предыстория присоединения Башкир к Московии». То есть автор нам дает понять, что присоединение Башкир и Башкирии к России явления вовсе не синхронные. Ждем от Ирика Гаттаровича продолжения. Надеемся, он не остановится только на 2 главах с предысториями. После продолжительной осенней спячки немного оживились ногайские этномиссионеры. Давненько мы не видели на канале этномиссионера Беклярбека Нагая другого этномиссионера Амира Мусаева. В общем, похоже, нас, татар России, раскрыли. Ногайские этномиссионеры поняли, почему вдруг из Татарстана до Волжских берегов Астрахани доносится чуткое внимание к жизни юртовских татар. Амир Мусаев нас обвиняет в том, что мы стали проявлять интерес к юртовцам из-за предстоящей всероссийской переписи населения. Как будто раньше никаких взаимоотношений между астраханскими и казанскими татарами не было. Другая причина, почему Татарстан заботится и печется о языке, культуре и этнической идентичности астраханских и юртовских татар, это, оказывается, опасение потерять свою Золотую Орду. Вот, послушайте и оцените рассуждения Мусаева. Юртовцы являются, в частности, вот тем самым связующим звеном, который вот та же самая, вот, допустим, татарстанская элита, да, пытается связать себя с наследием Золотой Орды. Вот, понимаете?
Без этого звена, вот эта стройная вот эта схема, которая уже построена, вот, в частности, в исторической науке данного региона, я имею в виду Республики Татарстан, да, среди их элит, начиная вот где-то вот с 90-х годов, а этим они начали активно заниматься с 90-х годов, и таким локомотивом данного вот строительства этого конструкта был институт имени Марджани и остается таковым. Вот. И если это все мы оттуда убираем, эта стройная цепочка, она начинает распадаться. Вот. И они остаются тогда с тем, что у них на самом деле было. А именно вот тем наследием, которое было у них на самом деле в Среднем Поволжье. А именно что это? Наследие вот Волжской Булгарии, Казанского ханства. Но претендовать вот на это общее, так скажем, золотоордынское наследие у них никакого, так скажем, никакой легитимности не будет. То есть она исчезнет. Вот так, уважаемые зрители. В Астраханской области, если и живут татары, то только, видимо, юртовские. И вообще, это не татары, а нагайцы, как нас хотят убедить. Какая-то прям наглая подмена понятий происходит. Может, и Астраханского ханства тогда вообще никогда не было? Что ж тогда завоевал Иван Грозный в 1556 году? Но мы обратили внимание на один нюанс. Уважаемые зрители, Амир Мусаев по-честному признался, что не знает, куда двигаться нагайскому народу, кому он себя причисляет. Но на всякий случай национальную политику в России он называет грамотной. Сейчас у нас выстроена уже довольно такая грамотная, более-менее, грамотная, да, национальная политика, вот, в целом на федеральном уровне. Вот. И сейчас нам нужно вот выстраивать дальнейшую вот эту концепцию, как нам дальше, куда двигаться. То есть какую нишу нагайцы займут вот в этом сообществе, содружестве, да, всех народов, которые вот проживают на территории Российской Федерации. То есть свою нишу какую. Интересно. А кто будет печатать учебники по нагайскому языку? И да, Амир Дамирович, сколько денег выделил или собирается выделять Федеральный фонд развития и сохранения языков народов России конкретно нагайскому народу? Вы же федеральную национальную политику назвали грамотной. Ну и на что могут рассчитывать нагайцы?